Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что за мужчина часто думает о вас? Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим, что за мужчина. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. О вас, кстати, не один мужчина думает. Смотрите, один думает постоянно, а другой периодически. Периодически, да. Так, давайте будем разбираться. Мужчина, который думает о вас периодически, 100% был в вашей жизни. Мало того, у вас эти мужчины, видите, по двум сердцам была любовь. Была любовь. Либо вы были в паре в браке, либо вы шли к браку, либо была очень сильная симпатия, которая, ну, скажем так, не реализовалась, да, до конца не реализовалась. Здесь мужчина как-то вильнул хвостом, а вы ничего не стали делать. Вы слишком гордая, чтобы его там, не знаю, удерживать, там, умолять, что-то ему предлагать. Вот. Его опрометчивый поступок как не дал шанса на то, чтобы ваши отношения реализовались, либо на то, чтобы ваши отношения перешли на новый уровень. Мужчина вильнул хвостом. Так, вы об этом мужчине вспоминаете. Раньше очень часто вспоминали. Вижу, что вот прям как сидели, выглядывали, ждали, а вдруг он там появится, проявится, одумается, вернется. Да? Вот хотели этого. В голове долго содержали. Ну, про сердце вообще молчу. До сих пор в вашем сердце есть, раз-два сердца вышло. Но он, скорее всего, пустился в какие-то тяжкие. Плюс здесь вот какая-то женщина с огнем в руках. Либо она его там приманивала, привораживала, зачаровывала, либо изначально он был с этой женщиной связан, и она его просто, ну, не пустила, да, а он не стал бороться за свою свободу и за вас. Ну, в жизни все бывает, Господи, никто ничего не застрахован. В любом случае, вашей вины я не вижу. Вы не должны были его останавливать. Все-таки он мужчина, он должен был вам доказать, что он вас достоин. Ну, и как бы не состоялись отношения тут 100% по его вине. Даже эта женщина не настолько виновата, насколько виноват он сам. Трусишка. Да? Где-то побоялся, где-то решил, да зачем мне это надо, не хочу я напрягаться. Ой, жалеет, девочки, он очень жалеет теперь об этом, жалеет. Он наблюдает за вашей жизнью, наблюдает. Не так, что прям постоянно ведет наблюдение, периодически, да. И всегда удивляется тому, какая вы стали, какая вы разная, какая вы красивая, какая вы очаровательная. Вот он подмечает, что со временем вы становитесь все лучше и лучше. А еще его очень бесит, что вы там, не знаю, добиваетесь, идете по жизни, у вас что-то новое появляется, что у вас глазки светятся. Он-то думал, что вы там пропадете, да, что ничего хорошего вас не ждет, что вы там несчастная, забитая, никому не нужная сидите. А нет. Знаете, такое смешанное чувство. С одной стороны восхищаюсь, и сердце ёкает на нее, а с другой стороны бесит. Бесит, что ей хорошо, а мне, например, плохо. Да? Либо что у нее теперь выгодная позиция в жизни, а я вот как шалтай-болтай, да, ничего у меня особо и нет. Даже вот и похвастаться нечем. То есть кто я? Никто, да, и звать меня никак. Так, ну, наблюдает, скорее всего, в соцсети, либо, может быть, вы где-то рядом живете, он там периодически
проходится по знакомым улочкам, да, в надежде там за вами подсмотреть. Может быть, работаете вы где-то недалеко друг от друга. Украдкой наблюдает, следит, но он в курсе ваших событий, очень много про вас знает. Может быть, у него какие-то инсайты есть, да, может быть, кто-то сливает, там общие знакомые про вас могут рассказывать, да, давать ему информацию. Ой, девочки, дурачок, ну что тут скажешь, дурачок. Я вам еще такую тайну скажу, да, чем больше времени будет между вами, чем старше он будет становиться, тем чаще он будет думать о вас, вспоминать вас и жалеть. Жалеть. У кого-то даже отыграется, что он даже попытки будет делать, вернуться обратно к вам, там, будет давить на чувства, на жалость, ну, на что сможет, на то и надавит. Да, это будет. Это будет. Но он какой-то непутевый, вот честное слово, что-то с ним не так. Ну, если на него магичат, то понятно, да, голова там думать не может, мозг заблокирован. А если он по жизни такой, ну так извините, это ж уже как диагноз идет, да? Зачем вам такой нужен? Так, а если у вас с этим мужчиной, вот у кого-то, да, возможно, и действительно брак был, да, дети, например, остались, то он и с детьми видеться не хочет, либо не видится с детьми, потому что понимает, что он не сможет себя сконтролировать, что вот увидит вас, да, увидит, какая вы красивая, как вы хорошо выглядите, как у вас в жизни все хорошо, и просто, я не знаю, как ребенок разрыдается от того, что вы без него не пропали, понимаете? Да, даже до такого дойти может, такой-то он глупый человек. Не глупый, недалекий, да, недалекий. Так, ладно, с этим мужчиной понятно. Кто у меня работает и начальник? Начальник мужчина, либо коллега мужчина, кто занимает более высокую должность, чем вы. Вы этому мужчине нравитесь, очень нравитесь. Я не могу сказать, что он прям постоянно думает о вас, но задумывается. Вот он о вас задумывается. Не знаю, может, не свободный, может быть, там разница у вас в возрасте серьезная. Ну, разные причины могут быть. Как бы и хочется, и колется. Вот, посматривает, и я вам так скажу, он прям уже движется в направлении влюбленности. Возможно, придет весна, и он уже не сможет контролировать этот свой возросший интерес и начнет даже какие-то действия в вашу сторону осуществлять, да, что-то вам будет там предлагать, зазывать, заманивать, соблазнять. Ну, активность у него проснется. В сегодняшнем дне еще, так знаете, такое вялотекущее у него состояние, но вот мне почему-то идет весной. Весной он прям выстрелит. Выстрелит, и тут такая активность пойдет, и напор в вашу сторону. Ну, а вы же там думаете, решайте сами. Так, мужчина, кто действительно очень часто думает о вас, постоянно думает о вас. Девочки, мужчину этого вы знаете. Вы с этим мужчиной регулярно общаетесь. У вас с ним идет постоянное общение. Постоянное. Ну, кто-то с кем-то встречается, кто-то с кем-то общается, да, может быть в интернете, может быть в личной жизни, да, вот в приватной жизни. Вот есть у вас с этим человеком постоянное общение. Он еще вам не признался в своих чувствах. Он как готовится к этому моменту, готовится. Кстати, в последнее время у вас больше разговоров стало с этим человеком, гораздо больше. Понятно, что вы все разные, и у всех разные ситуации. Кто-то с мужчиной познакомился, в интернете общается. Мужчина говорит, ну ты мне нравишься, да, давай там друг друга лучше узнаем. Хотя уже влюбился по уши, все боится вам признаться, боится вашего отказа. У кого-то отыграется, что это ваш сосед, с кем вы прям постоянно здороваетесь, да, когда видитесь. Тоже очень прям влюбленный такой ходит, жеманничает, боится вам признаться. Знает, например, ваш характер, да, что вы, женщина, там за словом в карман не полезете, если что не по-вашему, так мало не покажется. У кого-то коллега, например, на работе, да, сидите вы рядом там в одном кабинете, либо ну как, постоянно вот видитесь, общаетесь на работе. Общения, еще раз говорю, да, в последнее время было много. Мужчина, но он робеет перед вами, правда, вот робеет. Он хочет сказать, но всегда себя обрывает. Почему-то ему кажется, что он вас недостоин, ему кажется, что вы его не примете. Может быть, действительно у него есть какие-то недостатки, какие-то изъяны. Кто его знает, да? Вы все разные мужчины, и вы, девочки, все разные.
Вот идет четкое убеждение в том, что, скорее всего, она меня пошлет. Сейчас у меня хотя бы есть возможность с ней общаться, да, чтобы она меня получше узнала, там, показать себя, какой я там хороший, добрый, красивый, успешный. Да. Как только я буду уверен в том, что она меня не пошлет, я ей обязательно в своих чувствах, в своей любви признаюсь. Но эта любовь, она настоящая. Она настоящая, она стопроцентная. Но тут нету каких-то там теней, там, игры, да, это не страсти, это не влюбленность, это именно любовь. Человек испытывает к вам любовь. Вы его точно знаете, и вы с ним постоянно общаетесь, постоянно. Общение у вас прям присутствует. Кто-то догадывается, да, догадывается, что мужчина ко мне неровно дышит, а кто-то, как говорится, ни сном, ни духом. Ну, сосед и сосед, хороший сосед, знаем там друг друга всю жизнь. Кто может подумать, что он в меня влюбленный? А вот он вас любит. Да, любит. Почему нет? Девочки, с этим мужчиной, ну, я вижу просто в будущем, он вам чашу предлагает. Он вам будет предлагать отношения, он вам будет предлагать любовь. Обязательно будет. Немножко попозже. Наберется, как говорится, соберется с духом, да, уговорит себя, пересилит себя и, конечно же, признается. Вот видите, он прям мозг к вам выстроил, тут настроил и чашу к вам несет. Будет, девочки, будет. Обязательно будет признаваться и будет вам предлагать. Предлагать, вот, ну, я не знаю, любовь, отношения, может, подарки какие-то будут вам дарить. Это у вас впереди. Впереди. Обязательно будет. Так, и еще, девочки, у кого дети, мальчики, да, мальчики, которые сейчас где-то находятся, не рядом с вами, на учебе, на работе, в каких-то командировках, ну, в другом городе, не знаю, в другом населенном пункте. Вот мальчик очень часто вас вспоминает какие-то ваши нравоучения, наставления. Может быть, вы его учили, там, не знаю, шить, готовить, какие-то полезные житейские советы давали. Вот он очень часто вспоминает, очень по вам скучает. И вы знаете, девочки, очень гордится вами. Вот не знаю, гордится, может быть, что вы его там научили чему-то важному, ценному, как-то его там, не знаю, по жизни поддерживали. Вот. Вижу, что какое-то решение принял. Вот хочется ему в глаза вам что-то сказать, что-то хорошее, доброе, такое душевное. Вот. Ваш сын вас очень любит. Вот сейчас вот вижу, что он вам очень благодарен. Вот за все, что вы для него сделали, чему научили, что там ему говорили, очень благодарен. То, что вы ему передали, очень важно, ценно и по жизни ему помогает. Так, мои хорошие, давайте я вам возьму на арканах Ленорман, на оракулах. Хочу для вас взять совет, потому что вот мужиков много, а вы, я вижу, несчастливая. Вот нет у вас счастья, нет у вас какой-то даже уверенности в себе, что вы кому-то нужны. Вот вы смотрите мою цыпку и так думаете, да, ну фигня какая-то. Не может быть такого, это не про меня. Я прям чувствую вашу эту энергетику, вижу, что у вас, ну действительно, видите, вот она, вы одинокая, стоите, в окно смотрите. Очень какое-то тоскливое состояние, положение, поэтому хочу взять для вас совет. Совет, подсказку, вот что выйдет, то выйдет. Я не хочу заканчивать гадание именно в таком положении, да, что вы несчастненькая. Это неправильно, это очень неправильно. Так, ну все. Смотрите, какая шикарная карта вышла. Мои хорошие девочки, вас очень любят высшие силы. Вы достойная из достойнейших. Вы очень прекрасная женщина. Вам свыше обещано счастье. Вам быть счастливой. У вас жизнь скоро обновится. Ждите очень хороших и добрых ситуаций, вестей, сообщений, предложений. Да, вот именно через голубку придет какое-то большое добро, огромный позитив в вашу жизнь. Мои хорошие, хватит тосковать. Жизнь, она ведь яркая, она вас ждет, она вас манит, она вас приглашает. Успокаивайтесь, приведите себя в порядок. И вот, пожалуйста, прямо на пороге у вас какие-то очень добрые вести, приглашения и возможности. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.